На должность уполномоченного по правам человека на рассмотрение депутатов были предложены две кандидатуры – Асиды Шакрыл и Одиссея Бигвава. Однако в связи с тем, что Асиды Шакрыл на данный момент нет в Абхазии, этот вопрос был снят с повестки дня. Также был снят с обсуждения другой вопрос об утверждении дополнительного перечня объектов госсобственности, подлежащих приватизации. Решением депутатов при парламенте будет создана рабочая группа по разработке в налоговой сфере. Председателем группы избрана депутат Наталис Смыр. В группу войдут представители администрации президента, Министерства по налогам и сборам, Таможенного комитета, АГУ, Министерства экономики, Ассоциации предпринимателей Абхазии, Центра стратегических исследований. Также в работе группы могут принять участие все желающие депутаты. На начальном этапе стоит изменение дополнения в закон об НДС. Это самый первый будет повестка дня. Вторым, третьим будет, естественно, рассмотрение. Вот наша рабочая группа уже встречалась предварительно, и мы, так сказать, хотим выработать концепцию развития налоговой системы. Откровенно говоря, правда, не пришли к единому мнению, поэтому что-либо говорить, в частности, по какому пути пойдет работа рабочей группы, трудно сказать, но я хочу заверить всех, что основным и первым вопросом стоит работа над НДС. Следующий вопрос повестки дня был особенно интересен для журналистов. Это избрание члена Конституционного суда. На рассмотрение депутатов президентом была предложена кандидатура Алисы Бигвава. Комитетом по государственно-правовой политике было проведено заседание, на котором была рассмотрена представленная кандидатура. Члены комитета поддержали единогласно, посчитав, что Бигвава Алиса Зурабовна обладает всеми необходимыми теоретическими знаниями, большим практическим опытом и соответствует всем квалификационным требованиям, установленным Конституционным законом о судебной власти для кандидата на должность судьи Конституционного суда. По итогам тайного голосования 23 голоса «за» и 1 «против». Алиса Бигвава избрана 5-м членом Конституционного суда, который таким образом полностью сформирован. Сегодня же Алисе Бигвава присвоили высший квалификационный класс, и она принесла присягу в качестве избранного судьи Конституционного суда Абхазии. Ранее уже были избраны Людмила Хаджишвили, Рауль Пантия, Нури Тания и Диана Пилия. Судьи Конституционного суда избираются сроком на 15 лет. Депутаты единогласно ратифицировали соглашение между правительствами Абхазии и России о сотрудничестве в области оказания специализированной, в том числе высокотехнологической медицинской помощи, включая лекарственное обеспечение. Согласно договору, граждане Абхазии, не являющиеся гражданами России, также могут рассчитывать на оказание экстренной помощи в случае необходимости. Есть области, которые не покрываются страхованием, и их надо было как-то регламентировать, что и позволяет сделать данный договор. И плюс законодательно утверждается оказание гарантированной помощи нашим гражданам, не являющимися гражданами Российской Федерации в случае их пребывания на территории России. То есть это оказание экстренной помощи в первые 3 суток, что считаю одним из важнейших моментов этого документа. Постановлением Народного собрания 2 земельных участка в Гулыбском районе в селах Дранда и Бабушары переданы предпринимателям в частное пользование для строительства туристических объектов. В завершении первого заседания весенней сессии парламента по предложению депутата Батала Айба была создана комиссия по изучению состояния столовых в школах и детских садах республики. Ирина Аршба, Беслан Джинджоля, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.